Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я по-прежнему из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Я, потерялся на несколько дней, но я вернулся, и у меня сегодня клаб-сэндвичи должны были бы быть, но у меня что-то пошло не так, как, в принципе, всегда в моей жизни. Это клаб-сэндвич, бюджетный вариант. С одной стороны, я немножко расстроился, что они так выглядят. С другой стороны, сейчас тяжелое время, понимаете, будем экономить. И в том числе на клаб-сэндвичах. Все это дело я запиваю чаем с молоком. Ой, чай с молоком обалденный. Сейчас расскажу, что там, кто там. Так вот так все это выглядит. Очень, ребят, простой рецепт. Как всегда, все повваливалось, конечно же. Я посмотрел несколько рецептов в клаб-сэндвичах, и все они такие нормальные. Есть разные варианты. Сейчас. В Ютубе есть, несколько рецептов, даже не несколько, их дофига. В общем, я выбрал один более-менее нормальный. Вчера хотел снять, но вчера что-то состояние было не очень хорошее, как-то уставший был чересчур. И, решил снять сегодня. Но в какой-то момент я вспомнил, что там еще нужно класть сыр. То есть, бываешь, такие квадратные сыры. Там, президент, не президент, неважно. В общем, я в супермаркете сыр этот забыл и пошел возле дома в магазине сыр искать. Там сыр только такой плавленый. Нафиг мне нужен плавленый, если у меня есть и другие соуса, да? В общем, не взял. Тут очень все просто. Соус. В соус я добавил майонез, сырный соус и горчицу. И чуток кетчупа. Хлеб для тостов такой специальный. Поджарил их на сухой сковороде. Здесь у меня колбаса, огурцы, помидоры. Все, ничего нет такого суперского, этого сложного. Но вкусно. Угу. Мне, в последнее время очень сильно раздражает астанинский ветер. Очень. В Семске такого нету, по идее. Честно говорю, не было настроя снимать видео. Несколько дней. 4 дня, по-моему, назад снимал видео с гуляшом, да. В общем, не было настроя снимать видео. Настроение хорошее, но что-то готовить, перед камерой говорить, прям неохота было. Сегодня настроение такое, скажем, рабочее, да. Ко мне наконец-то вернулась муза, и я начал смотреть заново фильмы. Вы знаете, что я очень люблю смотреть фильмы, но в последнее время у меня было такое состояние, я смотрел трейлеры, но до самого фильма не доходил. Вы знаете, я понял, что у нас со временем, мне кажется, через несколько десятилетий мозг вообще уменьшится, и люди будут тупеть. Почему? Потому что
вот когда ты смотришь фильм, тебе нужно сконцентрироваться на этой истории, на этом, как сказать, сюжете, да. А когда тебе не хочется вообще думать, да, а просто тупо листать ТикТок, ну, ТикТок, давайте откровенно, да, это там 15-секундные ролики, которые как бы в основном не несут себе никакой смысловой нагрузки. Да, это как бы развлечение, да, это там некий тусич такой эмоциональный, но какого там смысловой нагрузки не несет. Ну, фильм, смотря какой фильм, конечно, если там Marvel, ну, даже в Марвелах есть какая-то там, да, какой-то смысл в конце там, да, про дружбу, про любовь и все дела. Вот, короче говоря, значит, ко мне вернулась муза. Я посмотрел 2 фильма за это время. Значит, первый фильм называется «Кода. Ребенок глухих родителей». Это фильм, который получил 2 статуэтки премии «Оскар» в этом году. Это тот «Оскар», где Уилл Смит ударил Криса Токера. Как Крис Токер, Крис Маккер, как его там зовут? В общем, вы меня поняли. Честно говоря, знаете, вообще я не понимаю такой юмор, когда люди смеются над чьими-то заболеваниями. Черный этот юмор. Да, звучит странно. Черный это юмор, белый этот юмор, неважно. Вообще не понимаю, когда люди смеются над чужими болячками. Я понимаю, когда человек сам болеет чем-то, например, да, там, неизлечимо болен, да, и смеется над этим, я это могу понять. Это как бы такой, знаете, самоирония, это даже классно, это супер. Но когда чужой человек, как этот ведущий смеется над болезнью жены Уилла Смита, что у нее как бы выпадают волосы, да, я забыл, как эта болезнь называется, поэтому она так очень коротко пострижена, потому что волосы выпадают, да. Я не считаю, что это как-то смешно, да. С другой стороны, да, ну, это Америка. Там эти шутки, они, знаете, им уже 300 лет в обед. То есть, знаете, вот эти вот черный юмор, он у них всегда процветал. И даже есть какая-то премия «Золотой глобус», когда вышел какой-то, как его зовут-то, комик, как его зовут, такой, ну, такой взрослый мужик, такой полный. Я забыл, как его зовут. В общем, он стебался над всеми звездами, там, типа... Не надо, когда вы будете получать премию, не надо из себя корчить там супер каких-то важных персон. Вы просто тупо работа продюсеров и вышли, получили и пошли нафиг, да, как говорится. Вот я забыл, как его зовут. Вот, а так я не поддерживаю эти вот шуточки в сторону чужого заболевания. Это как, знаете, шутить тоже над смертью твоего близкого человека. Да шутит, это же вообще за гранью добра и зла. Что, других тем нету, шутки шутить, я не могу понять. Че, к чему собачка сдохла? Так вот, про фильм. Фильм интересный. Но он такой, знаете, для людей, которые не любят перестрелки, убийства, там, насилие, аномнал, тоси-боси. Чисто, я не могу сказать, что он для семейного просмотра, там, потому что есть несколько сцен таких пикантных, таких, у-ля-ля. Но вот это вот семейные разборки, семейные проблемы, ставить прежде всего свои интересы выше всего или интересы семьи, вот в чем вопрос. Да, ну в конце он получает утвердительный ответ. Вот. Не знаю, мне кажется, знаете, вот кто сталкивается с такими как бы сомнениями, да, я считаю, что нельзя ни в коем случае свою жизнь ставить на пьедестал своей семьи, да, типа жертвовать собой. Это, знаете, есть такие мамаши, которые от лени не хотят работать, у них рождается ребенок, она как бы с ним до 18 лет чуть ли не возится, да, полностью его опекает, да, не развивается, не работает, ничего. И когда ребенок вырастает, она ему говорит: я на тебя всю жизнь потратила, ты убил мои, как говорится, лучшие годы. Слушай, а кто тебя просил? Это раз, во-первых, да, ребенок может сказать. И во-вторых, ребенок не просит, чтобы его рожали. Ребенок, дети, это сугубо, я считаю, так, эгоизм родителей, когда они пытаются, ну там, когда рождается у них ребенок, да, или, знаете, вот есть такие семьи, в которых там династия врачей, там, в миллионном поколении врачи, да, и ребенок, хочет он быть врачом, не хочет он быть врачом, он должен там быть врачом. А вдруг у него там талант там, быть художником,
Художником быть, да? Угу. Не знаю. Или есть такие семьи, в которых там прапрапрадед работал на этом заводе, а этот завод до сих пор существует, и на нем отец его работал, и отец говорит, ты тоже на этом заводе будешь работать. С какого-то такого перепугу время изменилось, сейчас есть технологии, сейчас, как в Китае, будут стоять эти роботы-работники, да? Тупо вместо людей просто роботы стоят и все. Им больничный не нужен, они не женятся, они детей не заводят, они просто тупо днем и ночью работают, эти роботы, да? Я хочу сказать, что клаб-сэндвичи получились вкусными, хоть и здесь очень мало ингредиентов. Так что если вы за бюджетную, как говорится, это пробуйте. Вот, фильм так что интересный. И вы знаете, я, смотря этот фильм, поймал себя на такой, знаете, очень обычной мысли, да, которые мы много раз уже с вами говорили, которые через раз уже обсуждаем. То, что мы не имеем, то, что, как сказать, нет, неправильно говорю, мы не ценим то, что мы имеем. То есть там есть главные актеры, то есть это, ну, судя по названию, вы уже поняли, что есть девочка, у нее со слухом все нормально, есть у нее семья, они абсолютно глухие, немые. То есть есть мать, отец и брат. Вот, и вот эта семья, она получается, как бы она им помогает взаимодействовать с внешним миром, да, то есть, грубо говоря, переводчик она их, да. И вот действительно я поймался на такой обычной мысли, что стереотипной, да, что мы, вот действительно мы не ценим, нам, например, свой слух, да, что мы можем слышать там окружающий мир людей, то, что вот так я могу с вами разговаривать, а вы можете меня слушать без переводчика или без слухового аппарата, да. Или то, что мы можем видеть этот мир, да, это настолько простые вещи, но мы про вот эти вот простые вещи часто забываем и воспринимаем это как должное. То есть, ну, есть, ну, окей, да. Не знаю, зачем люди покупают сковородки гриль, если можно просто на сухой сковородке так поджарить. Может, как бы красиво выходит из-за этого. А второй фильм называется «9 дней». Я его вчера посмотрел. Конечно, фильм, знаете, очень сложный, непростой, не для всего зрителя. Но он мне понравился. Но, знаете, он такой длинный и нудноватый чуть-чуть. И там основная мысль — это перерождение души. И как бы там несколько людей борются, чтобы появиться на этот свет, соответственно, быть, как сказать, в теле какого-то ребенка, например, да? Быть, короче, душой. Но, честно говоря, вот я в души людей верю. Потому что есть такой эксперимент, когда брали, я не знаю, там, может, меня опровергнут, да, что есть такой эксперимент, что один человек в палате, в больнице умирал, и его после сразу смерти, то есть взвешивали до смерти, то есть, ну, человек был тяжело болен, да, и взвесили после прям смерти. То есть его родные, он сам дал разрешение на исследования такие, да. То есть, короче говоря, взвесили его до смерти и сразу после смерти. И там на несколько граммов он стал легче. То есть есть такое утверждение, что наша душа что-то весит, да. Ну, душа — это в плане того, что вот когда ты смотришь на мертвого человека, да, на погибшего, да, ты же понимаешь, что здесь уже нету живого, то есть это просто оболочка, это просто тело. А внутри него, вот что вот я с вами сейчас разговариваю, мои мысли, мои какие-то рассуждения, это вот и есть душа. И когда душа там улетает, там, я не знаю, исчезает, да, назовите как хотите, то, ну, это просто оболочка, которая там
закопали в землю и, как говорится, добрый вечер, да? Вот. Какие у нас с вами мукбанги, да? Мы от клаб сэндвича перешли плавно к душе. Не знаю, может, это действительно оправдание, чтобы не сойти с ума в плане того, что ты надеешься, что с тобой после смерти что-то будет такое, знаете, не просто ты исчезнешь, как будто тебя и не было, да, а твоя душа куда-то отправится, ты встретишь своих, например, там, умершего отца, вот я папу встречу, да, например, вот какие-то такие мысли есть. Я хочу в это верить. Да. Я, наверное, бы, честно говоря, эти бы клаб-сэндвичи не снимал, потому что у меня же был опрос на канале, да, как вы предпочитаете, чтобы я выходил с простой едой, но чаще, или бы там с шикарной едой, да, с лухарей едой, но реже. Вот вы написали, что хотели бы видеть меня чаще. Выхожу чаще. Так, сейчас чаек налью. Вчера загрузил в Инстаграм ролик один, там просто уржаться, там столько комментариев, столько перепостов. Обязательно переходите на мой Инстаграм, вот совсем свеженький ролик там есть, посмотрите, поугарайте. Напишите в комментариях фильмы за последнее там время, которые вас впечатлили, там буквально за неделю, за месяц. Интересно было бы узнать ваши предпочтения. Колбаса у меня, кстати, вареная. Вышла примерно там какая-то астанинская фирма, такая мусульманская типа. Ну что, так вроде нормально. Что это? Сейчас 2 часа дня. Поэтому я голодный. Как собака. Ой-бей. Поэтому напишите в комментариях свое мнение относительно фильмов, относительно вот именно согласны ли вы со мной или нет насчет человеческой души, да, и чьи интересы стоит ставить прежде всего свои, либо интересы своих родителей, близких и так далее, друзей, например, да. Напишите свое мнение в комментариях, было бы прикольно вас почитать. Все съел, с голодного края. Это как мне же мои друзья говорят, капец, ты жрешь как это в 3 голода. Я говорю, я растущий организм. Они угорают, только вширь растешь, только вширь. Ну а что делать? Представьте, если бы я еще был, как говорится, стройным, я бы столько женских сердец разбил. Это зачем мне надо? Чтобы из-за меня женщины страдали, в балкон мне лезли. Шучу. Ой, все, ребят, наговорил уже на 20 минут. Вот такой вот мукбанг получился. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку. Приятно было увидеться. Увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!